Центробанк России снизил ключевую базовую ставку. Нацбанк оставил ее на прежнем уровне. Напомним, что 15 июля казахстанский Нацбанк сохранил свою базовую ставку на отметке в 9,0% годовых. Причем это решение принято вопреки растущей несколько месяцев подряд годовой инфляции. А Банк России, Центробанк, 26 июля снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%. Здесь на решение повлияла тоже инфляция. Только в России она несколько месяцев подряд падает. За июль годовая инфляция в России сложилась на отметке в 4,6% против 5,4% в Казахстане. В итоге разрыв между годовой инфляцией и ключевой ставкой Центрального банка в Казахстане остался на прежнем уровне в 3,6%, тогда как в России она уменьшилась с 2,8% до 2,65%. Таким образом, при прочих равных условиях, привлекательность сбережений в казахстанских банках немного возросла по сравнению с российскими, даже при том, что с 1 июля первые снизили ставки вознаграждения по тенговым депозитам. Следующее решение по ключевой ставке Совет директоров Банка России примет 6 сентября, а правление Нацбанка – 9 сентября. К этому времени будут известны августовские данные статистиков обеих стран по инфляции за последний месяц лета. В России ожидают, что годовая инфляция вернется к 4% в начале следующего года, тогда как аналитики Нацбанка прогнозируют сохранение ее на уровне верхней границы целевого коридора 4,6%. Хлеб насущный. Российская ценовая динамика по продовольственным товарам выглядит более привлекательно, поскольку там за июль они подешевели на 0,3% к июню. Примечательно, что и в прошлом году за второй месяц лета статистики зарегистрировали такое же снижение цен по этой товарной группе. Немного ускорились месячные темпы роста цен на непродовольственные товары с 0,1% до 0,2%, тогда как по платным услугам они снизились весьма значительно, с 1,3% в прошлом году до 0,9%. При подсчетах в годовом выражении инфляционный тон задают в России продовольственные товары. За год они подорожали на 5,5%, платные услуги для населения – 4,5%, тогда как цены на непродовольственные товары выросли на 3,6%. В Казахстане же инфляционная картина по-прежнему значительно отличается от российской, и это выглядит довольно странным для ключевого партнера по Евразийскому экономическому союзу. Хотя, как и в России, тон в ценовой динамике в Казахстане задают продовольственные товары. Дорожают они более быстрыми темпами. В годовом выражении цены на них поднялись на 8,7%. Более того, не подешевели они и в июле. Напротив, по ним сложилось повышение на 0,1%. Особенно удручает продолжающийся быстрый рост цен на основные продукты питания для малообеспеченных казахстанцев. Так, в июле по сравнению с июнем, рис подорожал на 3,3%, мука – 1,2%, крупы – 1,0%, хлеб – 0,5%, макаронные изделия – 0,4%, мясо – 1,3%, рыба и морепродукты – на 0,6%. Более высокие инфляционные темпы сложились в Казахстане в годовом выражении по непродовольственным товарам. За год они подорожали на 5,9%. Так что если бы местные власти жестко не сдерживали тарифы в жилищно-коммунальной сфере, которые выросли всего лишь на 0,8%, то годовая инфляция в Казахстане уже давно бы превысила границу верхнего прогнозного коридора в 6%. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока.